Встать в суд идет. Это заседание ничем не отличается от обычного. Рассматривают реальное дело, реальные обвинители и защитники. Только вместо подсудимого, свидетелей и потерпевшего подставные. На скамье подсудимых мужчина, который подозревается в умышленном убийстве. Из корыстных побуждений с целью завладения принадлежащим потерпевшему денежными средствами в особо крупном размере. 6.02.2019 года, более точное время. Судья в некотором смысле единолично принимает решение о виновности или невиновности человека. Но в случае с присяжными процесс делится на несколько этапов. Сначала собирается коллегия суда присяжных, потом она решает, виновен или невиновен гражданин. На основании ответов присяжных судья выносит приговор. Теперь присяжные заседатели, представляем ваши права. Присяжные заседатели, в том числе запасные, вправе участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, выдавать через председательство вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в осмотре вещественных доказательств документов и производстве иных следственных действий. Максимально приблизить процесс к реальному. Олеся в этой системе работает давно. За это время успела стать участником множества судебных процессов, где выступала стороной обвинения. А вот на импровизированном суде присяжных женщина впервые. В сегодняшней деловой игре я участвую в качестве свидетеля. Это, в принципе, конечно, волнительный процесс, с одной стороны, с другой стороны, чрезвычайно полезный, поскольку именно именно в игровой манере можно получить знания по участию в суде присяжных, который данный процесс является самым сложным. И чтобы набраться опыта как государственным обвинителям, так и студентам, которые прибыли и находятся в зале, это будет очень познавательно и интересно. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Многие вспомнят эту крылатую фразу Остапа Бендера из романа «12 стульев». Вот и для работников судебной системы он тоже сдвинулся с места. Стало больше дел, в которых требуется мнение простых граждан. Количество преступлений, которые могут рассматривать присяжные, тоже увеличилось. Это особо тяжкие преступления, а в основном убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. С 1 июня 2018 года такие дела рассматриваются и в городских районных судах. Проведение этого занятия является довести до гособвинителей, как необходимо, какие моменты нельзя доводить до присяжных заседателей, какие вопросы не должны обсуждаться с присяжными заседателями, и другие моменты, и нюансы, которые необходимо соблюдать при рассмотрении уголовных дел с присяжными заседателями. В Ингушетии Народный суд заработал только в 2003-м, а с июня 2018 года действует новый порядок рассмотрения дел. Поэтому эта деловая игра – хороший опыт для гособвинителей и будущих юристов. Я считаю, что это очень полезно и конкретно мне, как юристу, очень интересно, потому что это показывает, как в реальных обстоятельствах проходят данные заседания, и выглядит очень увлекательно. Коллегии присяжных собирались в России с 1864-го, а за это время институт реформировали, упраздняли и снова возвращали. Это важный элемент судебной системы, призванный охранять права и свободы граждан, делать правосудие более независимым. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.